Здравствуйте, новости на канале НТС, в студии Джилдош Исаков. В столице сегодня бастуют водители пассажирских микроавтобусов. Они требуют поднять тариф с 10 сомов до 15, но не все водители поддержали забастовку. Часть маршруточников все же вышла на работу, тем не менее это сказалось на перевозках. Горожане в соцсетях пишут, что с утра многим из них пришлось подолгу ждать транспорт. Наблюдались скопления людей на остановках. В муниципальном управлении сообщили, что на линии сначала вышли лишь 45% машин. Позже в мэрии добавили, что спустя несколько часов некоторые бастующие водители, глядя на работающих на линии коллег, все же стали выходить на работу. В компаниях-перевозчиках, на которые работают маршруточники, удивились, что часть водителей не вышла на работу. Там говорят, что накануне они обещали не устраивать забастовку, но, видимо, они подались на провокации. Пассажиры также написали в соцсетях, что работающим водителям звонили люди и призывали сойти с линии. Исполняющий обязанности мэра Балбак Турибаев обратился через соцсети к бастующим маршруточникам. Городоначальник заявил, что удовлетворит их требования, но не сейчас, а через несколько месяцев. Поступает информация, что сегодня многие водители не вышли на свои линии. Мы вас понимаем, мы хорошо знаем о ваших проблемах. На протяжении 7 лет тариф на проезд не поднимался. Но поймите, горожан тоже. Была пандемия, кризис. До обеда мы проведем анализ и посмотрим, какие маршрутки не вышли на линии. А потом выхода нет. Придется забирать у них лицензию и ставить других. Давайте не будем спорить, мы работаем, уже начали решать. То, что вы говорите о резком повышении тарифа, это неправильно. У нас есть своя процедура. Нужно согласовывать с Министерством экономики, потом поднимать вопрос в Горкенеше. В апреле пройдут выборы в Бишкекский Горкенеш, новый состав которого, скорее всего, и будет принимать окончательное заключение. С этим новым Горкенешем мы постараемся решить этот вопрос до мая. В школах Бишкека сегодня спустя почти 10 месяцев карантина возобновился учебный процесс в традиционном формате. Правда, не для всех учащихся. Уроки в режиме офлайн начались только для первых, пятых, девятых и 11 классов. Отмечалось, количество детей в этих 4 параллелях в столице составляет примерно 56 тысяч учеников. Классы разбиваются на 2 группы, чтобы рассадить детей в шахматном порядке. У первой смены учеба начинается в 8 утра, у второй в обед. Урок длится всего 20 минут. Во время перемены учащиеся должны выходить в коридор, а класс обрабатываться и проветриваться. Родителям вход на территорию заведения воспрещен, но они не могут уйти до того, пока ребенок не зайдет в школу, так как если у него обнаружится повышенная температура, кашель или насморк, его необходимо забрать домой. Также ребенка не стоит проводить в школу, если кто-то из членов семьи болеет. Мэрия, напомним, также сообщала, что будет предусмотрена возможность обучения онлайн, если родители по каким-то причинам не хотят сейчас отправлять своих детей в школу. Также отметим, по плану мэрии, если в течение 2 недель эпидситуация не ухудшится, с 1 февраля будут переведены на традиционное обучение и остальные параллели. Между тем, эпидситуация в стране, кажется, потихоньку стабилизируется. По крайней мере, об этом свидетельствует ежедневная статистика, публикуемая республиканским штабом. Динамика заражения идет на спад. За минувшие сутки, согласно информации штаба, было выявлено 69 новых случаев заражения, а за предыдущие сутки было 123. К сожалению, все еще фиксируются летальные исходы. Накануне от коронавируса скончались 3 пациента в Бишкеке. Что касается динамики выздоровления больных, то число вылечившихся превышает число новых случаев. За истекшие сутки от COVID-19 в Кыргызстане выздоровели 110 человек. Из них 4 медики. Центр избирком аннулировал итоги голосования на выборах президента и референдуме на 8 избирательных участках. Как отмечается, причиной отмены послужили нарушения во время проведения голосования и подсчета голосов. И эти нарушения, как подчеркивается в сообщении комиссии, не позволяют с достоверностью установить итоги голосования. Речь, как отмечается, о 2 участках в городах Оши и Нарын, по одному участку в Карасуйском, Араванском, Нарынском и Рилекском районах. И еще о 2 участках в Кадамжайском районе. Напомним, всего в день голосования по всей стране и в ряде городов зарубежных стран было открыто 2474 участка. В ЦИКе добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий путем сложения данных не позднее 15 календарных дней со дня голосования по 24 января включительно.
В стране стартовала декларационная кампания по итогам 2020 года. Как сообщили в Госналоговой службе, кампания традиционно пройдет в 2 этапа. До 1 марта отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка должны юридические лица, а до 1 апреля – физические лица. То есть до 1 марта ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения. До 1 апреля ЕНД подают государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое и недвижимое имущество, земельный участок, а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Увидимся.